гуманитарный вертолет летели из Ткварчели, взяли и сбили. Да. Ложь. Ложь. Ложь абсолютная. Почему? Гуманитарный вертолет над Ткварчели на самом деле летал. Так. И гуманитарный коридор обеспечивается как? Это обеспечивается коридор. Война, там стреляют, понимаешь? Это заранее согласовывается, что вертолет из Гудауты прилетают в Сухуми. В Сухуми там в аэропорту проводят досмотр, чтобы оружие этот самый провести. Да. И, между прочим, очень часто Резо Геркидава, который в Абхазии, нашего поколения, все знают, он был вторым секретарем Ткварчели, между прочим. Там, в Ткварчельском этом, он Ткварчельский. Он садился туда и летел туда. Да. Его бывший первый секретарь Пилье, Давид, Ага. он там был замкомандующим фронтом или что-то вот такое. Чичович Давид. Второй. Вот. Оттуда забирали там женщин, детей, стариков и перевозили сюда. Никаких проблем не было. То есть гуманитарного вертолета никогда никто не мешал и не стрелял. Так. Что за этот вертолет был? Который сбили. Который сбили. Это вертолет был, вертолет вооруженных сил России, который базировался в Северном Кавказе. Ага. Он оттуда боевиков тайком через вот эту самую прилетел в Ткварчели, там этих разгрузил, так сказать. И обратно туда полетели кто? Анцупов. И этот самый, они были инструкторами, которые готовили Конфликт, все это. ну, этих вооруженных людей, абхазскую армию. Понимаешь? Там их, по-моему, 14 человек и несколько. Это Ми-8 вертолет маленький по габариту. И несколько там гражданских лиц подсели сюда. Не было никакой необходимости, потому что все гражданские лица без всякого могли этот сам, через гуманитар. Вот его там сбили. Каким образом он является гуманитарным, который летает там в Суанете, понимаешь? А тот, который сидит в кустах и защищает свое небо, он откуда знает, что это гуманитар? Военный вертолет. Во-вторых, там столько детей и женщин Да. в вагоне К не сожалению. поместится. И сразу я скажу, Так. напоминаю и ткварчельцам, и очамчельцам, и всем. Мы же гуманитарный состав через Сухуми пропускали из Ткварчель. Почти 1100. Женщин, детей и так далее, и так далее. Это тоже было по согласованию цели машины там нагружены. И так. Это было после Гагринской трагедии. После Гагры. И мне говорят, что вот так эти машины из Ткварчели приедут в Сухум. Я говорю, зачем в Сухум их приводить? Чамчинский порт рядом. Так. Там стоят российские войска пограничные. Давай еще раз в Чамчили. Нет, это уже утвержден. И тогда ударило в голову, что это провокация. Понимаешь, 1100 женщин, детей. И через там еще этот самый, где линии фронта не было фактически. Там любой мог перемешаться. Между прочим, тогда мы связались с Ткварчели, этот самый, и прямо сказали, что ребята что-то готовят нехорошее. Давайте сделайте все, чтобы с той стороны ничего не было. А с нашей стороны мы все сделаем. Сопроводили их, привезли до Сухума. Понимаешь? И в Марпорту расположились они. Это. В течение 7 часов они ждали катера в Сухумском порту. Для чего столько времени их задерживали туда? Да, и не... Понимаешь? А если бы хотели, на самом деле, что нам стоило бы на той территории перейти, которая не грузинского контроля, и оттуда сделал выстрел, и этот самый. Это и в голову никому не приходило. Ту территорию, которую мы контролировали, у меня был единственный случай за всю войну. Это были семья Жвания в Аджужах. Абхазцы говорили, что это грузины говорили, что это абхазцы.
Понимаешь, вот такой момент был. Там даже их, одного из них задержали, наши этот самый, я это категорически, у нас есть подозрение, говорят, что тот разведчик. Я говорю, ты кто такой? Если даже разведчик, ты задерживаешь, что ты это будешь делать? И вернули обратно. Эту сцену вырезали. Да. Понимаешь? Если это сделали бы грузины, не 100%, хоть в оперативном плане я бы этого узнал. Мне этого не прощали. Они хорошо знают, абхазцы, когда был случай, когда выстрелили, случайно выстрелили женщин, абхаз. И что мы с ними сделали?